Историю своего народа пишут герои. Потомки учатся у них, подражают им. Герои были, есть и будут. Простые люди, которые стали путеводной звездой для современников и будущих поколений. Яркая звезда на небосводе кыргызской медицины Мамбет Мамакеев. Судьба героя. Это было тяжелое время. Нечего было надеть. Голод, нищета страшная. У этого мальчишки еще молоко на губах не обсохло. Наверное, он даже и не представляет, что у него впереди и какое его ждет будущее. Во время войны было сложно не только нам, всем людям. Я работал с 14 лет. Учился и работал. С утра бежал в школу, после обеда сразу шел в колхоз на работу. В то время в селе не хватало мужских рук. Все мужчины были на войне. Остались только старики и дети. Маленький Мамбет, еще будучи ребенком, прошел огонь и воду. Жить мальчику пришлось впроголодь и носить обноски. Никакой работой не брезговал. Всегда выполнял свои обязанности в срок. Когда я закончил 9 класс, меня колхоз признал лучшим работником, и меня поставили главным по сбору урожая. Тогда не было ни машин, ни тракторов, мы все делали вручную. Все это доверили 15-летнему мальчишке. Про учебу я забыл совсем, решил не учиться. Наша семья жила в нищете. Дедушка был с нами. Мамаке тогда ушел в армию. У нас ничего не было, домашних животных не держали. Когда меня назначили старшим, решил бросить учебу, так как у меня были братья и сестры. Я должен был помогать своей семье. А семья у нас была большая, 13 человек. Через неделю я встретил своего директора школы. Его звали Токоев Касымбай, калмык, кажется. Никогда не забуду то, что он для меня сделал. Сынок, когда учеба началась? Неделю назад. А почему не ходишь в школу? Я не буду учиться. Отец на войне. У меня есть братья и сестры, которых надо кормить. Думаешь, тебе одному тяжело? Трудности сейчас у всех. Агай, что вы пристали ко мне? Сказал, что не буду учиться, значит, не буду. Подумай, сынок. Хорошо подумай. Директор школы понял, что Мамбет серьезно намерен бросить учебу, решил его вернуть. После долгих уговоров ему это удается. Тогда учителя для нас казались самыми умными, всезнающими. Сейчас я понимаю, что нас тогда только научили читать и писать. Поздравляю вас с великой победой над германским империализмом! В 45-м закончилась война. Мамаке вернулся домой. Тогда я закончил 10 класс и сказал отцу: «Все, передаю тебе семью, а сам буду учиться». Тогда к нам в Сары-Камыш приехал один человек из мединститута. Он спросил, кто хочет быть врачом. Тут я понял, что это мое, и решил учиться. Впервые в жизни Мамбет Мамакеев принимает важное решение. Конечно, тогда он и понятия не имел, к чему это приведет.
У нас дома был толкан. Это перемолотое обжаренное зерно. Оно нас спасало от голода. Так вот, я взял полмешка толкана и уехал. В колхозе за хорошую работу мне дали 2 тележки сена. Я его продал и купил себе рубашку, брюки и обувь. В Караколе я пробыл 2 дня, когда машин же не было. На 3-й день приехала полуторка. Водитель сказал, что может меня забрать, только сидеть придется на бочке с керосином. И вот я счастливый, еду в город на учебу. Тогда врачей кыргызской национальности практически не было. Был только один Ахунбаев. Для учебы в мединституте по всей стране собрали около 200 ребят-мусульман. Это и кыргызы, и узбеки, и казахи. Сразу же нас всех приняли, дали комнаты в общежитии, в котором поселилось около 40 ребят. Спали мы на 2-ярусных кроватях. Тогда я впервые узнал, что такое кровать. Матрасы были забиты соломой, было свое одеяло и подушка. Какие же мы тогда были счастливые. Тут начиналась моя новая жизнь. Все было на русском, а мы языка-то не знали. Спустя некоторое время половина ребят сбежали и бросили учебу. В детстве я видел, как рожала моя тетя. Думаю, это и стало причиной того, что я выбрал профессию медика. Маленький Мамбет в детстве не раз видел, как тяжело проходили роды у женщин. Тогда в аилах рожали сами, акушеров не было. Люди верили в то, что так называемую куучу якобы могли помочь и даже спасти жизнь женщины. Народ боготворил куучу. Именно эти заблуждения, а также искреннее желание помогать людям подтолкнули Мамбета пойти учиться на врача и, несмотря на сложности, добиться своего. Твердый. Тирил врач болуш башка коелганбыз. Мы тогда твердо решили, что будем врачами, что будем учиться, несмотря ни на что. Нам было очень сложно, что тут говорить. Русский язык не понимали. Узнав про Ахунбаева, мы с ребятами решили с ним встретиться. Тогда он был молодой доцент. Мы ему рассказали о том, что приехали учиться, рассказали о трудностях, о том, что многие ребята ушли, и мы на грани. Ахунбаев сказал, что нам нужно набраться терпения. Тогда я предложил ему открыть для ребят подготовительный курс. Сказал, что нам хватило бы и года, а дальше мы бы справились своими силами. Идея Ахунбаеву понравилась. На следующий день он, согласовав с руководством, открыл для нас курсы. Сразу же записалось 75 студентов. Чтобы достичь своей цели, он учился и днем, и ночью. Книги стали его верными друзьями. Читал, если не понимал, перечитывал по несколько раз. Если и это не помогало, заучивал. Он осознавал, что будущее только в его руках. На летние каникулы Мамбет Мамакеев приезжал в родное село, но не для того, чтобы отдыхать. Уже на следующий день он выходил в поле на работы. Я должен был работать. Моей семье было тяжело. Есть такое место, Кызылкия, может, слышали, граничит с Китаем. Мы туда ездили косить траву. Биздин айылдын участогы бар, бу чөп чапчы. Малын да ошо жерге барат, ошо чөп чапканга барып калдык.
Воспользовавшись удобным случаем, он отправляется на поиски своей младшей сестры, которую много лет назад удочерила его тетя. Билем тиги карындашым көптен бери көрүлүп. Кичине балдар ойнап жүрөт. Я знал, что моя сестра там живет. Я ее давно не видел, начал расспрашивать про нее у местной ребятни. Одна девчонка сказала, что моя сестренка Урупай в горах пасет коров. Я пошел к ней, от увиденного у меня сжалось сердце. Совсем маленькая девочка верхом на осле и более 50 коров. Она же еще ребенок. Юрипай! Ой, мени көрүп чуркады. Она меня узнала. Билет алды. Өкүрүп ошол жерден Долго стояли в обнимку и плакали, не могли остановиться. Позже она сбежала по моей просьбе, и я привез ее в город. Но прожила сестра недолго. В 17 лет она умерла от лейкемии. Қан ооруп болуп, 17-синде өлдү шахс. Здорово болсун. В своей односельчанке Сокен Мамбет Мамакеев увидел не только будущую жену, но и соратника и советника. Вчерашний мальчишка с мешком толкана на плече становится главой прекрасной семьи и перспективным молодым хирургом. Үч жыл ошол ординатурада жүрдүм. 3 года я был ординатором. Зимой, по-моему, в январе и феврале, 2 месяца по программе я отработал в ТЮПе детским врачом, хирургом и рентгенологом. Оказать органам здравоохранения помощь. Мен кыштын күнү январь айы болуш керек, түпкө попадайт. Хирург болуп иштедим, жарым ставка детский, жарым рентгенолог. Үчөөнү тең эле билбейм. Оказавшись по распределению в районной больнице, Мамакееву пришлось работать за 3. Именно тогда он делает свою первую операцию. Вместе с единственной операционной медсестрой они всю ночь готовились к этой операции. И это было еще одно из значимых событий в его жизни. Буквально через 2 дня, как я приехал в ТЮП, в больницу на санях привезли бабушку. Она получила ожог. Вы бы видели это страшное зрелище. На ожоге наложили картошку, тесто, даже экскременты коровы. Начался воспалительный процесс. Нам срочно нужно было почистить раны. Решили искупать. Вода в ванной стала настолько грязной, что бабушку не было видно. Холод собачий стоял. Бабушку начало трясти, когда мы ей принесли спирт, развели в воде и дали выпить. Бабушка, выпей эти лекарства, тартып жіберді. Через некоторое время бабушка запела. Прошли сутки. Я сидел у себя в комнате, которую мне выделили, листал свои книги. Часов 12 ночи, наверное, было. Есть нечего, голодный сидел. И вдруг ко мне в комнату заходят родственницы бабушки, начали расспрашивать о ее состоянии. Завтра приходи там. Вы сами виноваты. Допустили до такого состояния. Без билген жоқпыз. Пройдет, ты ушинттік. Я от злости накричал, говорю, зачем сюда пришли, идите домой. Они быстренько удалились, тут в комнате вижу, сумку, видать, забыли. Схватил сумку, побежал за ними, кричу, мол, забыли, они мне, это вам. Сумка забыли. Это вам, да, қашып кетішті. Қайра келіп, бұның қарадым, емне бар екен. Вернувшись, открываю сумку, а там штук 20 яиц, утка и 300 рублей. Трогать не стал. Думаю, это они меня проверяют.
Анан ачкам да. Голод взял свое. Взял 3 яйца, сварил, поужинал. Думаю, 3 яйца как-нибудь раздобуду и поставлю на место. Üçüncü yöne neyse alacağız. На следующий день пошел проверить, как там наша бабушка. Ей стало лучше, и она пошла на поправку. Кемпір жақшыны қарағат, кемпір айып кетті. В районной больнице Тюбского района Мамбет Мамакеев проработал всего 2 месяца, но за это время завоевал доверие и любовь местных жителей. Екі айдай мені жөне космонавт айлудатышты. Через 2 месяца меня прямо как космонавта провожали. Когда приехал в столицу, меня не узнали. На 8 килограммов поправился. Абдан разы болып, Мамбет, спасибо деді, спасибо. Ученый совет болады деді. Профессор меня похвалил, поблагодарил за работу. После я узнаю, что каждые 10 дней о нашей работе облздрав докладывал в город. И обо мне были хорошие отзывы. Келсем профессор айтып берді. Ученый советтің төбем көкке жетіп қалды. Спасенные жизни, счастливые лица убедили молодого Мамакеева в правильности выбранного пути. Он помнит всех своих учителей и наставников, благодаря которым он стал настоящим хирургом. Первый его наставник и директор в одном лице – Касымбай Токоев. Второй – учитель Фридман Максим Ефимович. У успешных людей всегда есть завистники. Не всем нравился Мамакеев. Поэтому были и коллеги, которые пытались выставить его в плохом свете. Ушунчалық асылышты ма? Жоғот албай. Жоғотышын әрекетін көп жасашты. Менен бардайым... Как они мечтали, чтобы меня уволили. Но Бог всегда меня оберегал. Работу хирурга можно увидеть невооруженным глазом. У нас ничего не скроешь. Если во время операции умирает пациент, то все, сами понимаете, это конец. Бог действительно помогал мне. Все операции проходили успешно. Сильный и целеустремленный Мамбет Мамакеев никогда не отступал назад. Он крепко стоял на ногах и двигался к своей цели. В этом ему помогала семья. Сокен и Мамбет Мамакеевы прожили вместе 65 счастливых лет. Воспитали 2 сыновей, которые пошли по стопам отца. Сейчас же Мамбет Мамакеев вместе с супругой помогают воспитывать внуков и правнуков. Азыр кемпір көз жер қатып атқан небере чөберелер. Ошолорда Сейчас самое прекрасное время для нас с супругой. Рядом внуки и правнуки, которые дарят нам столько радости. Чарчаған барлығы жоғалады. Усталость как рукой снимает. Дети — это счастье. У меня 2 прекрасных сына. Старший тоже здесь работает, кандидат наук. А младший мой Канат никогда меня не расстраивал. Мединститут закончил на отлично. Канат всего добился сам. Я ему не помогал. Ешқандай мен жердім. Кандидатский доктор өз күшімен. Кесі ойлайды атасты. Грамм мен жерден білемін. Бұл өзерден способный бала да. Это герои нашего времени. Это люди, у которых нужно учиться и стремиться им подражать. Мамбет Мамакеевич Мамакеев – обладатель 2 орденов МАНАС 1 и 3 степеней, а также звания Героя Кыргызской Республики. Это лишь малая часть его наград, которые он получил за вклад в развитие здравоохранения страны. Мамбет Мамакеев был депутатом городского Кенеша. Позже неоднократно становился народным избранником в Джогорку-Кенеш. Множество человеческих жизней было спасено в Национальном центре хирургии, в развитие которого неоценимый вклад внес Мамбет Мамакеев. И сегодня, в свои 90 лет, великий хирург продолжает свое благое дело.
оперирует, спасает жизни людей. Разве это не героизм?